Клэр проснулась от сообщения от неизвестного номера «Не проходи через желтые двери сегодня. Завтра ты». В ее доме не было желтых дверей, пока она не пошла на работу и не заметила, что комната для технического обслуживания только что покрашена в ярко-желтый цвет. Любопытство почти втянуло ее внутрь, но она сделала шаг назад. Через несколько минут потолок внутри рухнул. Той ночью она получила еще одно сообщение. Хорошо. Одну ошибку исправили. Еще нужно исправить. Клэр сидела за своим столом, нахмурив брови от недоумения, когда читала последнее текстовое сообщение на своем телефоне. Ее офис освещен мягким флуоресцентным светом. Рука Клэр слегка дрожит, когда она печатает ответ, а на лице отражается тревога и серьезность ситуации. Клэр стоит перед зеркалом, ее выражение лица сочетает решимость и страх, когда она репетирует, что сказать, если снова столкнется с желтой дверью. В фоновом режиме появляется тенистая фигура, частично скрытая с хитрой улыбкой, наблюдающая за Клэр, пока она готовится морально к неизвестному. Клэр осторожно идет по слабо освещенному коридору, ее глаза сосредоточены впереди, она ищет любые признаки несчастной желтой двери. Крупный план ног Клэр, нерешительно делающих шаг вперед, пол отражает тусклый свет, пока тени угрожающе нависают вокруг.